Если вы решили заняться бегом и у вас на изучение вопроса есть больше времени, чем сутки, добавим еще несколько советов. Беговые тренировки начинайте с 3 раз в неделю. 20-25 минут будет достаточно для начала. На первых тренировках чередуйте бег и ходьбу, если бежать все время вам тяжело. А еще не забывайте, что нельзя обходиться без разминки и заминки. Ой, Кать, зачем это же просто бег? Пойдем покажу. Знающие люди говорят, без этого не обойтись. Покажу тебе покажем нашим телезрителям несколько упражнений. Первое из них. Мы делаем шаг, подтягиваем колено к животу. Ох, и на каблуках-то тяжело, то есть обувайтесь удобно. И поднимаемся на носок. Потом меняем ногу, чтобы было разминаемо. А я знаю обратное упражнение. Захватываем ногу и притягиваем ее к ягодице. Потянули, почувствовали, как у нас разминается. Берем другую ногу. Тут именно динамичность в том, что мы переступаем с ноги на ногу. Да. Правильно я понимаю? Да. Ой, неудобно в туфлях. А я приведу упражнение, практически из балета. Итак, делаем скрестный шаг, наклоняемся вперед, поднимаем ручки вверх и подтягиваемся. Оно динамичное, поэтому делаем скрестный шаг, наклоняемся вперед и подтягиваемся. Вот. И буквально еще одну добавлю. Выпад вперед, выпад на ножку, например, на правую. И скручивание туловища вправо, влево. Потом меняем ножку на левую. То есть мы делаем это как будто бы на стадионе. Да, и вправо. Шаг делаем, да? Ой, размялись. Ух, прям так кровь по жилам побежала. Но на самом деле упражнений целый комплекс, много советов, и их стоит изучить. А пока упражнения из заминки. Необходимо выполнить несколько упражнений на сохранение подвижности суставов и эластичности мышц. Находим устойчивую опору. Одну ногу выносим вперед, практически как было на выпаде. А, скажем так, заднюю ногу пяточкой мы тянем назад и вниз. Вот сейчас мы растягиваем икроножную мышцу. Я вот прям чувствую, как она тянется. Забота прям о ней. Да, и меняем, конечно, ножку, потому что ножки у нас две. Обе икроножные мышцы нам важны. Так приятно даже. Так. А еще можно использовать возвышенности. У нас это стул. Ставим ногу на него. Носок направлен к нам. Так, сейчас. Давай вот так, да? Вот так. А колено, немножко нужно согнуть. И тянемся животом к ноге. Только вот аккуратненько. Принципиально, да. Чтобы... Не переусердствовать, да? А то можно и себе и порвать что-нибудь. То есть это должно прям удовольствие доставлять. Да. И ножки, конечно же, меняем. Хорошо известное всем упражнение для передней поверхности бедра. Что-то подобное мы уже выполняли, но сейчас это практически статика. Захватываем ногу и тянем. Вот колени практически совмещены должны быть. И вот прям чувствуется. Прям вместе, да? Прям тянется мышца. Вот тут. И меняем ножку. И еще одно медленное упражнение. Выпад и аккуратное стремление вниз. Главное думать в этот момент о хорошем. Все должно быть в удовольствие. Да, вот так. И ножкой вниз. Прям погружаемся туда. А пока мы растягиваемся и наслаждаемся, вы можете посмотреть анонс второй части программы.